Когда-то они и представить не могли, что судьба их занесет в одно из самых суровых мест на земле – в Якутию. Они родом из центральных и соседних регионов, из жаркой Африки и из солнечного Башкортостана. Самый холодный регион России принял их с теплыми объятиями, ведь они прибыли с благородной целью – освоить профессию учителя и обучать якутских детей. «Мой адрес Якутия» – это цикл передач о людях, которые приехали в республику из разных точек земли и остались здесь жить и работать. В сегодняшней передаче мы расскажем истории переезда нескольких героев – педагогов Хангаласского улуса. Хангаласский улус – центральный район Якутии. Его административным центром является город Покровск. В районе действует 27 школ. В одном только Покровске есть 4 средние общеобразовательные школы и 1 многопрофильная гимназия. Пожалуй, в каждой из школ могут сказать, что у них работают или работали учителями уроженцы других регионов и даже стран. В свое время в Якутию направляли целые курсы выпускников педагогических училищ из центральной части страны, чтобы они содействовали повышению качества образования в республике. Так, в 50-60-х годах прошлого столетия учительство Якутской ССР пополнилось учителями из центральных областей Советского Союза. В 1952 году прибыла первая партия – более 400 выпускниц педагогических училищ и институтов. Часть из них была распределена по школам Хангаласского, тогда Орджоникидзевского района. Первое движение, когда по приказу Министерства просвещения Российской Федерации и Советского Союза направлялись нам молодые девушки для улучшения качества образования и повышения квалификации. В основном это были учителя фундаментальных предметов, русского языка и начальных классах. И сегодня они стали лицом образования Хангаласского улуса. И я могу назвать этих учителей. Это Кондратьева Юлия Васильевна, ее сестра Соловьева Клавдия Васильевна, Махортова Ларионова Раиса Никитична. И они приехали работать не только у нас в город Покровск, но они работали в Исити, они работали в Синске, они работали в Титары, сложили свои семьи, воспитали детей, и которые продолжают работать на ниве экономики республики. В 1955 году, после окончания Сергачского педагогического училища в Горьковской области, ныне Нижегородская, в Якутию прибыла Клавдия Соловьева в девичестве Кошелева, вслед за своей старшей родной сестрой Юлией. Она приехала на 3 года раньше. В 1952 году они приехали всем курсом. Их направили целый курс. А здесь, в Якутске, их распределили, учителей тогда не хватало по районам. Она пошла, хотя закончила педучилище, но по математике она очень способная. Математиков не хватало. Она приехала, была назначена в Бестяжскую школу математиком. Преподавала математику, потом со временем вышла замуж тоже здесь, родили детей, потом переехали в Покровск. Муж у нее Кондратьев Илья Петрович, знаменитый, недавно, вот в феврале была борьба. Первое время Клавдия жила у сестры, затем она отправилась в отдаленное село Синск преподавать в местной школе. А я учитель начальных классов, и мне дали сразу 1 класс. В то время в Синске был детский дом, детей очень много было, 34 ученика в сельской школе, вы представляете? Я 1 год приступила к работе, опыта нету. И мне было очень трудно, 34 ученика, детского сада не было, естественно. Дети пришли все из семьи, нужно их научить читать, писать. И, в общем, трудности были большие, конечно. Вам было 18? Мне было 18 лет всего.
Но со временем, когда вот привыкла я к работе, уже вошла в курс, и время было такое, требования повышались к учителю. Где-то в 1974 году мы поступили вот вместе с Юлией Васильевной в Магаданский пединститут. В Якутии пока не было пединститута. Вот. И мы там отучились 5 лет, в 1979-м получили диплом о высшем образовании. Работая в школе, Клавдия влюбляется в местного парня, потомка государевых ямщиков Алексея Соловьева, и создает с ним семью. Мой муж местный синский парень, пионер-вожатый, работал в синской школе, мы были коллегами, мы поженились в 1957 году. Потом у нас родились дети со временем. Я родила сына, потом дочь, и потом уже через какое-то время младшего сына. Он со временем закончил Якутский госуниверситет, стал преподавателем истории, краевед, старший преподаватель. Ребята его очень любили, очень интересные уроки проводил, в походы ходил с детьми, туризмом занимался. Отдельная любовь у Клавдии Соловьевой проявилась к якутской кухне. Правда, не сразу. Это я уже потом вошла во вкус, конечно. Даже якутские блюда полюбились мне, и хан, и мороженое, как кёрчих, еще там что-то было, забыла название. Так. А даже строганину с удовольствием, хотя муж мой местный, он не ел, а я вот полюбила строганину. Якутские блюда вкусные очень, да, мне понравились. Это со временем я привыкала. До самой пенсии Клавдия Соловьева работала в синской школе. После ухода на заслуженный отдых Клавдия с мужем переехали в поселок Махсагалло. Но каждый год она ездит в свой родной Синск и проводит там лето. Туда к ней недавно приезжали одни из первых ее учеников. За всю работу свою я сделала 17 выпусков. 17 выпусков. Начальные классы были и 3-летние, и 4-летние, менялись. И двухкомплектными классами я работала, когда мало детей в советское время. 2 класса. 1 и 3, допустим, учила. 1 даю задание, работаю с 3, 3 даю задание, работаю с 1. И так мне приходилось работать. И так я проработала в синской школе все 50 лет, пока не ушла на пенсию. Следующая героиня нашей передачи приехала в Якутию вслед за возлюбленным из соседнего Хабаровского края. 1983 год. Юная студентка филологического факультета Хабаровского пединститута Жанна Монахова знакомится со студентом факультета физического воспитания Александром Шиловым. Между ними зарождаются чувства. Через год они создают студенческую семью. На свет появляются 2 детей. После окончания вуза молодая семья Шиловых решает ехать на родину мужа, в Якутию, Хангаласский улус, село Булгуняхтах. Но возникает проблема. Вообще я поступила на целевое место, и мне нужно было возвращаться в район имени Лозо, в одну из этих школ Хабаровского края. И я, естественно, не могла уже этого сделать, потому что у меня была семья, у меня был муж, дети. Как я могла это все бросить и поехать в район имени Лозо? Я даже не представляла себе этого. И поэтому я до сих пор помню, как мы в кабинете ректора оба чуть ли не плакали, уговаривали его, чтобы он дал мне распределение в Якутию. Девочки, однокурсницы, удивлялись и все время спрашивали: Жанна, ты вообще понимаешь, куда ты едешь? Знаешь, да? Я знаю, не знаю, но мне надо было ехать в Якутию, потому что так судьба распорядилась. Он не дал мне распределение в Якутию, но разрешил свободный диплом. То есть я взяла диплом. Такого понятия, может, и не было, но он мне просто разрешил не поехать по распределению, а поехать в Якутию. Отругал, конечно, но разрешил. И я приехала в село Булгуняхтах в 1988 году. В 1989 году у нас уже родился сын Андрей, то есть у нас уже на тот момент было 3 детей, а мама наша, это мать Александра Федоровича, Евдокия Михайловна, она сразу ушла на пенсию и сказала: работай.
Молодая женщина, только что обучившаяся на педагога, поступает на работу в местную сельскую школу. Пока что сроком на год на временной основе. Целый год жила и думала, неужели временно, неужели придется уходить. И в конце уже весной я частенько плакала, думая над этим, да. Вот. Но меня оставили, и я вот эту школу, конечно, я там проработала 19 лет. Я вспоминаю ее с большой благодарностью, потому что я там, вообще меня там все любили. Вот я была единственным русским человеком, да, там. Меня все обожали, дети, коллектив. Вот это обожание, наверное, и имело и плюсы, и минусы, потому что я так и не научилась там говорить по-якутски. Все говорили со мной по-русски, все создавали мне абсолютно все условия. Я там выросла, потому что все, что я получила за вообще эти годы, все, это опыт как учитель, да, это моя первая школа, до этого вообще никаких школ не было. В 2008 году Жанне Шиловой поступает предложение перевестись работать в Покровскую многопрофильную гимназию. Решение о переходе далось ей непросто. Уж настолько полюбился ей Булгуньяхтах, его жители, школа, неспешный сельский ритм. Вот для меня это было, знаете, такое предложение, для молодой учитель, да, ну, казалось бы, уже вроде бы и опытный чуть-чуть, да, но мы, работая в деревне, в Булгуньяхтахе, все время слышали о гимназии, об учителях: Галина Петровна, Капустина, Наговицына Юлия Егоровна, Кардашевская Антонина Егоровна, что-то было вообще для нас. И когда я приезжала на курсы и встречалась с той же Галиной Петровной, я даже не могла предположить, что я с ней буду работать целых 13 лет бок о бок. И я долго не думала, почему-то. Вот что-то так, я директору своему сказала, Александру Петровичу Михайлову, тогда он был директором, он сказал: лети. Значит, все, крылья распушила, все, тебе тут уже тесновато, лети. И вот тогда, наверное, амбиции немножко заговорили, желание, может быть, сделать еще большую карьеру, наверное. Ну, что-то чистолюбивое заговорило во мне, и я... Дети тогда уже были взрослые, собрались мы и поехали. Приехали сюда, я тоже здесь работаю 13-й год, но всегда с благодарностью вспоминаю Булгуньяхтахскую школу. И помню, с какими слезами я оттуда уезжала, как будто меня выгоняли. Я так удивлялась сама себе, сама уезжаешь, сама же плачешь. Вот здесь я работаю 13 лет, работаю в месте, о котором мечтала. Сейчас Жанна Шилова – заместитель директора по учебно-методической работе, ведет уроки русского языка и литературы, курирует школьный пресс-центр и театральную студию. Нам повезло в том случае, что пришел человек, носитель языка, который соблюдает все культурные и этнические свою принадлежность, самоидентичность. Ну, человек коммуникабельный, общительный, ну, как положено человеку славянской принадлежности, она очень человек соболезнующий, сострадающий, ну, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. О следующем герое передачи многие уже наслышаны. В стране, откуда он родом, никогда не видели снега, а его самого называют самым северным африканцем. Историю его переезда освещали не только на республиканских, но и на федеральных телеканалах. Его любят дети, уважают взрослые. Да, это Марк Бабатунда. Марк родился в Нигерии. Студенческие годы его прошли в Китае, где он встретил якутянку Наталью Иванову. И вновь студенческий роман, рождение первой дочери Энджел, затем переезд в Якутию, где рождаются сын Арий и младшая дочка Эмили. В 2014 году с Марком на одном из педагогических семинаров знакомится учитель английского языка Ойской средней школы и предлагает устроиться к ним на работу. Директор школы Луиза Корякина поддерживает молодого педагога, являющегося носителем английского языка. Начинаются трудовые будни. Коллектив принял хорошо, дети особенно, поскольку Марк очень добрый человек. Вообще у него такое внимательное отношение к каждому ребенку, и дети его очень любят, сразу полюбили. Когда я его увидел впервые, у меня было странное удивление. Да?
но я быстро привык к нему и начал изучать китайский и английский. Ну, сначала он был очень стеснительный. Теперь он больше общается с ребятами. Ну, первый год всегда сложно начать, конечно. Первый год чуть-чуть не привыкай, не знаю, откуда начинаю, как общаемся с детьми. Тем более я первый год по-русски плохо знаю. Но дети, наоборот, хорошо, они понимают английский, поэтому общаем не только китайский язык, а еще английский тоже получше стал, да? Можно вот так говорить. Марк настолько полюбился местным, что его позвали параллельно работать в Покровскую среднюю школу номер 3. Сейчас Марк дает уроки английского и китайского языков в 2 школах района. Также он ведет репетиторскую деятельность. В свободное время он исследует республику, отправляясь во внутренние путешествия. Так Марк побывал в Нюрбинском, Верхоянском, Вилюйском, Амгинском, Кобяйском, Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском и Намском улусах. Не каждый якутянин может похвастаться географией своих разъездов внутри республики так, как Марк. Благодаря Марку в Ойской средней школе начали серьезно изучать китайскую культуру и ежегодно устраивают китайский фестиваль, куда приглашают дружественные школы улуса и республики. Например, в этом году школа приняла делегацию Международной арктической школы. Марк вдохновляет учеников Ойской средней школы на изучение языков и поступление в языковые вузы. Конечно, как носитель языка Марк очень помог детям. Хотя у него были часы в младших классах, но он общался со старшеклассниками. У нас уже 3 девушки, они у нас студентки СВФУ, изучают английский язык. В свою очередь, учащиеся Ойской школы обучили Марка своему родному языку. Ну, вот здесь школа, Ойская школа, дети, они очень активны. Примерно время перемены, да, я сидел, дети приезжают, меня, наоборот, учат якутский язык. Вот дети сами учат якутский язык. И я сам тоже выучил якутский язык. Ну, я понимаю, конечно, сейчас чуть-чуть, из которых слов, которые я по-якутски, которые говорит сейчас, от учеников я учил. То есть в якутской среде ты не пропадешь? Нет, да. Последний герой нашей передачи – молодой педагог Гарик Мухаметов. В Якутии он работает всего лишь 2-й год. Радик Мухаметов родом из Национальной Республики Башкортостан, окончил Башкирский государственный университет и получил профессию учитель истории. Пару лет проработал по специальности в родной республике, но размер заработной платы не устроил молодого амбициозного педагога. Радик решил поискать вакансии учителя в других регионах страны и таким образом наткнулся на официальный сайт Министерства образования и науки Якутии, где значилось, что в небольшое село Улаханан требуется учитель истории и обществознания. Приехав в Улаханан и отработав год в местной школе, Гарик перевелся в Покровскую среднюю школу номер 2, где и работает по сей день. Педагог, он очень отзывчивый, обучаемый, доброжелательный, надо сказать, с уважением относится с коллегами. Вот. Ну и благодаря тому, что у него тоже своеобразный, он представитель культуры, да, башкирского народа, он очень уважает и ценит тоже наши традиции. Вот. И очень с увлечением вовлекается в жизнь нашей школы и в быт, и с коллегами, с молодыми. У нас молодых коллег немало, тоже вот есть такой хороший состав. Они все тоже встречаются, общаются, вот, участвуют в различных молодежных площадках. Сейчас у меня классное руководство 5 классов, 5 Б класс, который насчитывает около 12 мальчиков, 12 девочек. Далее у меня 6, 8, 9, 10 классы. Классное руководство у меня не впервые, потому что я в Уфе работал классным руководителем 6 классов. Серьезным испытанием для молодого человека стала нынешняя зима. Давненько в Якутии не было таких морозов. Даже местные жители это почувствовали. Морально было сложно, потому что к таким морозам я еще не был готов. Это ваши впервые такие морозы? Да, впервые такие морозы, потому что
когда жил в Лоханане, морозов таких сильных не было. В принципе, общежитие было очень, ну, как близко. Общежитие было близко, да, где-то в районе 50-100 метров. А тут, в принципе, квартира, в которой я снимаю, достаточно далеко, ну, 10 минут, поэтому морозы я ощутил на себе. Еще неизвестно, останется ли Гарик в Якутии навсегда или уедет через некоторое время. Но с уверенностью можно сказать, что наша республика оставила неизгладимое впечатление в его душе. Он отмечает гостеприимность якутян, но в то же время и их немногословность. Ему полюбились строганина, якутские лепешки. Здесь он обрел коллег, друзей, которые приняли и поддержали его. Как и многие суеверные люди, он не хочет загадывать наперед. В ближайшие годы я пока собираюсь остаться здесь, да, заниматься преподавательской деятельностью, в дальнейшем совершенствоваться, да, получать новые знания. Осваивать. Ну, как говорится, планов много. У каждого человека, как говорится, 7 пятниц на неделю. Поэтому в ближайшее время пока о ближайших планах сказать тяжело. Пока что Якутия. Да, пока что Якутия, а потом уже судьба как решит, так и сложится.